В эфире Абхазского телевидения субботний выпуск новостей Савшила. И с вами сегодня я, Гугут Савардания. Мы расскажем вам о самых значимых событиях этого дня. Здравствуйте! Сегодня в выпуске он посвятил себя науке. 10 декабря исполнилось бы 64 года абхазскому ученому Виктору Ильичу Маландзе. Топливо по себестоимости. Компания Апснооил проводит очередную благотворительную акцию. Культура объединяет народы. О культурной жизни страны в 2022. 10 декабря исполнилось бы 64 года Виктору Ильичу Маландзе, кандидату биологических наук, профессору, члену-корреспонденту Международной академии наук, экологии и безопасности человека и природы, заслуженному работнику Высшей школы Республики Абхазия. Он много лет был проректором Абхазского госуниверситета. Виктор Ильич ушел из жизни после продолжительной тяжелой болезни. О том, каким он остался в памяти друзей и коллег, и о его вкладе в науку в материале Хасиды Малия. Двери в кабинет первого проректора Абхазского госуниверситета всегда открыты. Любого вошедшего сюда приветливо и дружелюбно, со светящимися ярко-голубыми глазами, высокий и широкоплечий, непременно в строгом классическом костюме и сигаретой в руках, встречает Виктор Ильич Маландзе. Такую картину, наверное, запомнил каждый, кто хоть раз был причастным к этой уже в прошлом картине жизни. Коллектив, коллеги Виктора Ильича обходят кабинет стороной. Нужно ли говорить о том, что от боли, утраты сознание отказывается признавать этот факт свершившимся. В стенах университета жизнь течет в ускоренном темпе, как и прежде. А в кабинете с тех пор, как не стало Виктора Маландзе, время будто остановилось. На столе все та же пепельница, куча неразобранных бумаг, книги, очки, ручки, блокноты, какие-то записи на доске и портрет на столике в центре кабинета, предательски напоминающий о безвозвратной потере. Знакомство Олега Алексеевича и Виктора Ильича произошло в стенах этого университета. Случилось это в год окончания учебы Виктором Ильичем. Тогда, в 1981 году, Олег Алексеевич как раз был назначен проректором по науке. Мне, конечно, очень трудно вспоминать все, что связано с Виктором. Значит, когда он заканчивал университет в 1981 году, и им сказали, вот придет новый проректор по науке, он такой строгий и так далее. И мы, говорит, все дрожали, а вы, говорит, пришли наоборот, даже помогали нам и так далее, говорит. Я говорю, да, Витя, надо любить, чтобы требовать больше от студента, от преподавателя и так далее. У Виктора были очень серьезные научные труды, учебно-методические работы. Он составлял очень многие документы по образованию, значит, в частности, для нашего университета. Виктор Маландзе прошел путь от младшего научного сотрудника, преподавателя, ассистента, доцента кафедры ботаники и зоологии до декана биолого-географического факультета. А с 2002 года он был проректором по учебной работе, затем первым проректором АГУ. И все эти годы Виктор Ильич ни на минуту не оставлял в стороне научную деятельность. Известный и признанный в мире специалист в области биофизики, на чьем счету разносторонние работы по биофизическим методам анализа эритроцитарных популяций и регуляции системы крови, Иосиф Гитризон как-то назвал Виктора Маландзе «звездочкой Абхазии» за его вклад в науку в сфере орнитологии. У нас читал лекции советский и российский академик Иосиф Савич Гитризон. И он говорил, в биологии у вас две звездочки. Это Рома Дебар и Виктор Маландзе. Давайте сделаем так, чтобы они за короткое время, значит, приехав ко мне, защитили докторские диссертации. Они уже давно готовы. Я говорю, конечно, это...
судьба распорядилась по-другому. Так получилось, что столько времени Виктор болел, у нас всех была надежда на то, что он излечится. Иосиф Гительзон, один из основателей Института биофизики в Красноярске, ушел из жизни в сентябре 2022 года. Сообщить Виктору Ильичу эту скорбную новость друзья и коллеги так и не решились. Мы не знали, сказать Виктору или нет, потому что это для него была настоящая, так сказать, серьезная утрата. Это был настоящий преданный друг. Он никогда не предавал свои позиции. Он был по-настоящему педагог, любил студентов. Когда ему было плохо, он сказал супруге Аиде, детям своим: «Я вас очень прошу, не раскрывайте мое лицо после моего ухода. Я хочу, чтобы студенты запомнили таким, каким я был». Это, конечно, большая трагедия для всего нашего коллектива. Посмотрите, сколько народу было, сколько людей пришло провожать его последний путь. После окончания госуниверситета выпускник биолого-географического факультета на протяжении 3 лет работал учителем биологии и химии в Тамышской средней школе, а в 1985 году поступил в аспирантуру Киевского госуниверситета, и спустя 6 лет он защитил диссертацию на соискании ученой степени кандидата биологических наук в специализированном совете Института зоологии на тему орнитофауна Абхазии и ее охрана. Изучение мира птиц для Виктора Маландзе было не работой, а скорее частью жизни, ведь вклад, который сделал Виктор Ильич в изучение пернатых, неоценим. Виктор Маландзе в свое время сумел провести колоссальную работу в Институте экологии горных территорий в Нальчике, куда он ездил по приглашению. В этом институте представлена одна из крупнейших коллекций птиц на Северном Кавказе, которая собиралась на протяжении десятилетий известным академиком Асланбием Темботовым. Его дочь Фатимат ныне директор Института экологии горных территорий. С Виктором Ильичем мы познакомились в 1998 году, когда он приехал в Нальчик поработать с коллекцией птиц Института экологии горных территорий. Виктор Ильич был прекрасным и хорошо известным на Кавказе специалистом-орнитологом и полевиком. Он не один раз приезжал в Кабардино-Балкарию для изучения птиц Центрального Кавказа. Он провел ревизию коллекции птиц Института экологии горных территорий, которая насчитывала более 3500 экземпляров. До последнего дня был научным сотрудником ИЭГТ РАН. Он был прекрасным человеком, глубоко порядочным, добрым, внимательным и хлебосольным. В 2000 году усилиями абхазских коллег Тарбызары Миктатовны, Маландзе Виктора Ильича и Тбара Романа Саидовича по инициативе директора ИЭГТ Темботова Асламбека Азиевича был создан экологический стационар АПСНы Института экологии горных территорий. С этого момента совместная работа с абхазскими коллегами стала проходить на регулярной основе. Это как сбор материалов, совместные публикации, так и проведение конференций. Малая выпь, пастушок, каравайка, земняк, серая неосыть – далеко не весь перечень птиц, представленных в стенах Музея природы биолого-географического факультета АГУ. Птицы как живые, в привычной для себя позе и будто в своей среде, просто замерли. Как объясняют специалисты, такие чучела служат наглядным пособием для студентов, а создавать их крайне непросто. Виктор Ильич владел искусством изготовления чучел и делал это не просто технически совершенно, но и художественно талантливо. И так во всем, за что брался. Есть там такие, которые изготовлены руками Виктора Ильича. Это особо ценно для нас, это особо важно для нас. Но я должна сказать, что творческое наследие Виктора Ильича, оно еще нами полностью не систематизировано и не обобщено. Есть статьи, но есть и публикации, но есть и работы, еще не увидевшие свет. И поэтому мы считаем своим долгом все это обобщить
и достойным образом все это опубликовать. Память о Викторе Ильиче, наверное, должна быть таким образом увековечена. Пата Гамахария – аспирант АГУ, бывший ученик Виктора Маланзе. Преподает биологию во второй галльской школе. Ценный опыт, переданный ему когда-то учителем, сейчас для него служит маяком. Надо все свои дела научного характера подробно изучать, чтобы не было никаких оставшихся моментов. Это было важно. Благодаря Виктору Ильичу такое понимание пришло. С одной стороны, он был очень требовательным, жестким. С другой стороны, чувствовалась теплота, дружественность человека. Он был всегда готов помочь, рядом стать. Он хотел, чтобы все мы любили природу, птиц, окружающую нашу среду. А эта девушка Майя Цибулевская, также человек, на чью жизнь когда-то повлиял Виктор Ильич. Был праздничный новогодний вечер, и вот тогда Виктор Ильич спросил: «Майя, куда ты собираешься поступать?» Я говорю: исторический факультет, это самое интересное, мне это очень нравится, олимпиады проходила и прочее. Он так выдержал, посмотрел и сказал: «Ты знаешь, Майя, у нас очень много интересных наук, все науки хороши». И вот этот потрясающий блеск зеленых глаз сказал: «Но биология, она лучше всех». Практика по зоологии позвоночных – обязательный этап учебы биолого-географического факультета. Всегда интересные, но нередко тяжелые для студентов практические походы, которыми руководил Виктор Ильич, необыкновенным образом становились легче. Он насыщал их информативно и заботился о каждом. И вот Виктор Ильич говорит: «Ну вот смотрите, ну вот эта птичка говорит, ну как ее не заметить? Она даже говорит вам с вами на таком языке, она поет и спрашивает: ну посмотри на меня». Тут такое было вот заразительное качество в нем, что ну, нельзя было пройти мимо, да, той же лягушки в траве, да, змеи. Во-первых, его знания, академические знания в сфере зоологии, позвоночных и не только, они не могли не заражать. И Виктор Ильич на практике был, наверное, самым близким для нас человека после нашего куратора Леонарды Ивановны. Можно сказать, что здесь Виктор Ильич проявлял вторую, совершенно потрясающую сторону своей личности. Любой отдых для Виктора Ильича становился работой. Он был истинным натуралистом, у которого с собой всегда были три важнейших атрибута для наблюдений: бинокль, определитель птиц и записная книжка. Эколог Роман Бар, близкий друг Виктора Маланзе, рассказывает, как тот никогда не упускал возможность понаблюдать, а затем побеседовать о птицах. Виктор Ильич никогда не охотился, лишь рыбалкой увлекался в последние годы жизни. Сюда, на пристань возле Института экологии, он часто вечерами приходил с удочкой, рыбачил, наблюдал за птицами, за окружающим его живописным миром, и вместе они беседовали обо всем. Даже тогда, когда он уже был болен, Виктор после работы часто приходил на эту эстакаду. До последнего возглавлял отдел биологических исследований. И он после работы приходил сюда с удочкой, со спиннингом и занимался вот морской рыбалкой. Это было вот такое успокаивающее. Очень часто вместе с еще одним нашим коллегой Ефимом Вольтером, с которым он очень давно дружил, я смотрю на эстакаду, я вспоминаю эти моменты, проведенные вместе здесь на рыбалке, потому что это всегда превращалось в какие-то такие беседы, дискуссии, обсуждения, тем более, что над морем постоянно меняется ситуация, очень много околоводных птиц и водных птиц, которые пролетают, и это все превращалось в такую вот очень интересную, содержательную беседу. Виктор Маланзе – автор более 80 научных работ. Среди них труды, посвященные расселению кольчатой горлицы на Кавказе, вопросу об инвазии атлантического землероя, комплексные исследования в рыбохозяйственной отрасли, изучение водных и наземных экосистем в контексте истории и современности, актуальные проблемы сохранения биоразнообразия и экологически сбалансированного природопользования на Западном Кавказе. Он также изучил зимние встречи птицы, савки и белохвостой пигалицы на
Черноморском побережье, провел морфологический анализ зябликов, гнездящихся и зимующих в Восточном и Западном Закавказье. Такой объем работы в орнитологии, проведенный Виктором Маландзе в Абхазии, никем и никогда не проводился. Но Виктор Ильич не успел завершить самый главный научный труд его жизни – выпустить книгу «Птицы Абхазии». Волшебный декабрьский закат, шум прибоя. В небе стая бакланов, летящая к берегам Турции. Для кого-то обычный цикл жизни птиц, а для кого-то частичка большого пути, составляющего нашу экосистему. Возможно, в скором времени в свет выйдет книга, над которой часть жизни работал Виктор Маландзе, и вновь станет возможным прикоснуться к его душе. А пока остается только смириться с потерей ученого, семьянина, друга и коллеги. Асида Малия, Эльдар Дамиров, Ника Гачава, Абхазское телевидение. Декабря мировое сообщество отмечает День прав человека. Дата официально установлена на пленарном собрании Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1950 года и выбрана в честь принятия и провозглашения Всеобщей декларации прав человека. В документе обозначены неотъемлемые права человека вне зависимости от расы, цвета, кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. С Днем прав человека жители Абхазии поздравила омбудсмен республики Асида Шакрыл. Дорогие жители Абхазии, ежегодно 10 декабря во всем мире отмечается День прав человека. Именно в этот день, в 1948 году, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека, которая заложила прочную основу для утверждения прав человека в мире, что было крайне важно после пережитых человечеством ужасов Второй мировой войны. Необходимо сказать, что и народ Абхазии в 1994 году в условиях сохраняющихся серьезных угроз безопасности сразу после окончания грузино-абхазской войны провозгласил и утвердил Конституцию Республики Абхазия, гарантировав гражданам Абхазии права и свободы, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека. Этот факт свидетельствует об однозначном выборе курса на развитие абхазского государства именно с демократической системой управления, а никак не с авторитарной. И этот выбор не случайен. Он не является данью времени. Это осознанный выбор народа Абхазии, который помнит свою тысячелетнюю историю, сопряженную с постоянной борьбой за свободу, за сохранение своей идентичности, за независимость. Ни прошлые войны, ни сталинские репрессии не смогли заставить народ Абхазии смириться с нарушением его прав и свобод. Абхазский народ выходил на многотысячные митинги в 1957, 65, 67, 78, 89 годах для того, чтобы отстоять свои права, право на свой язык и свою историю. В 1992-1993 годах абхазский народ выстоял в кровопролитной войне с Грузией и защитил свое право на идентичность и государственность. Абхазия по праву может гордиться своими демократическими завоеваниями. Сегодня, в День прав человека, я хочу обратиться к каждому жителю Абхазии со словами, сказанными когда-то Андреем Сахаровым, ставшим символом борьбы за человеческое достоинство. Мы должны бороться за каждого человека в отдельности, против каждого случая несправедливости, нарушения прав человека. От этого зависит слишком многое в нашем будущем. Я поздравляю каждого жителя Абхазии с Днем прав человека. 7 декабря в боях за освобождение Донбасса погиб наш соотечественник-доброволец из Абхазии Беслан Топагуа. Ему было всего 24 года. 10 декабря его провели в последний путь. Более 150 социальных карт передала многодетным семьям, в которых 6 и более детей, топливная компания «Апсне Ойл». Карта дает право приобретать до 150 литров бензина марки АИ-92 в месяц на заправках «Подорожник» по себестоимости. Подробнее в нашем следующем материале.
В базе данных компьютера списки многодетных семей, а на рабочих столах конверты с социальными картами. Эти стопки сотрудники топливной компании «Апснеойл» уже отправили в отделы социального обеспечения нескольких районов республики. Более 150 социальных карт топливная компания «Апснеойл» разработала и передала многодетным семьям, в которых 6 и более детей, в города Сухум, Очимчир, Аткварчал и Гудаута. Карта дает право приобретать до 150 литров бензина марки АИ-92 в месяц на заправках «Подорожник» по себестоимости. А это значит, что бензин для ее обладателей будет стоить дешевле. Карты обезличены и бессрочны. По словам генерального директора топливной компании Олега Лакоба, хотелось бы помочь большему количеству людей. Но сейчас есть возможность поддержать только данную категорию граждан, так как компания небольшая. По сведениям Министерства экономики, объем продаж «Апснеойл» на топливном рынке Абхазии составляет всего 8% от общего количества реализации топлива в республике. Учитывая то, что у нас на сегодняшний день 3 АЗС в 3 районах Абхазии, и просмотрев списки, мы поняли, что сейчас мы можем активно помочь семьям, в которых 6 детей и больше. Вы сами знаете, что цены на топливо были достаточно высокие, и многие люди столкнулись с тем, что вынуждены были ограничивать себя в передвижениях по нуждам своей семьи из-за того, что не могли покупать топливо по высоким ценам. В первую очередь это социально незащищенные слои населения, и мы решили в рамках своих скромных возможностей помочь. На протяжении всей работы по формированию и передаче топливных карт компания «Апснеойл» взаимодействовала с отделами соцобеспечения районов, где формировались списки. У нас в отделе есть, состоят на учете семьи, которые состоят как многодетные. То есть из вот этой вот категории мы выбирали семьи 6 и более детей, остро нуждающихся. Я надеюсь, что и другие компании проявят такую инициативу и будут в дальнейшем помогать нашим многодетным семьям. Надежду на поддержку подобной программы также выразили специалисты из других районных отделов соцобеспечения и главы администрации. Я хочу поблагодарить компанию «Апснеойл» за такое дело. Это очень важно на сегодняшний момент, потому что, как известно, бензин у нас дорожает, а это будет непосредственно экономить бюджет семейный. Еще раз спасибо вам. Со многими семьями сотрудники компании связывались по телефону лично. Сложных историй немало. Согласно спискам, в Сухуме и Сухумском районе семей, в которых 6 и более детей, практически нет. А вот детей с диагнозом ДЦП немало. Мы обратили внимание на то, что огромное количество, я считаю, что огромное количество детей есть с заболеваниями, которые не позволяют им наравне с другими детьми гулять на улице, играть и все остальное. Да, это дети с ДЦП. И поэтому по Сухуму мы приняли решение помочь вот именно этой категории семей. И вот мы в рамках своих возможностей пытаемся им помочь. Мэр города Беслан Эшба поблагодарил руководство компании за поддержку, отметив, что это очень важный проект и первая подобная программа в республике. У вас такая великолепная миссия, наверное, первая такая практика у нас в Абхазии, не только в городе Сухум, где предоставляются социальные карты. И такую помощь трудно переоценить. Им предоставляется возможность на ваших заправочных станциях «Подорожник» заправляться топливом по себестоимости. Сегодня вы нам предоставили порядка 40 карт социальных. Я думаю, 40 семей, это будет для них ощутимо. Мы вас благодарим и уверены на дальнейшее плодотворное сотрудничество. На первом этапе реализации программы выпущено 150 топливных карт. С расширением АЗС планируется выпустить большее количество. Кстати, это не первая благотворительная программа «Апснеойл». Компания поддерживает детские хореографические коллективы юных спортсменов из разных городов и районов республики. Гугут Савардания, Камила Джопуа, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.
Яркие впечатления, незабываемые эмоции и море позитива. В 2022 году Абхазию с гастролями посетили немало известных артистов, танцевальных и песенных коллективов из России. Сотрудничество в области культуры между двумя странами на протяжении многих лет только укрепляется. О культуре и людях, любящих искусство во всех его проявлениях, наш следующий репортаж. Культура и искусство объединяют народы, а культурные связи Абхазии и России уже на протяжении многих лет остаются все такими же тесными и с годами только укрепляются. Эту линию активно поддерживают министерства двух стран, а также представительство Россотрудничества в Абхазии. В Абхазию с концертными программами приезжают российские знаменитые артисты, легендарные коллективы. Для абхазских студентов проводятся мастер-классы в сфере искусства и науки. Сегодня в Высшем театральном училище имени Щепкина при поддержке представительства Россотрудничества обучаются 15 абхазских студентов. Будущих актеров готовят специально для Русского театра драмы в Сухуме. Это, безусловно, выдающееся событие. Ребята обучаться будут на бюджетной основе, то есть бесплатно. Я думаю, что будут созданы все условия для учебы. И самое главное, что это определит, конечно, траекторию жизни тех ребят, которым посчастливится туда попасть. Кстати, в труппе театра сегодня играют выпускники Щукинского и Ярославского театральных институтов, а также Санкт-Петербургского института культуры. Большой вклад в развитие культуры внес известный российский и абхазский бизнесмен и меценат Евгений Палант, который всячески поддерживал различные проекты и был куратором международного фестиваля Фазилия Искандера, а также одним из основателей абхазского сотового оператора Амобайл. Печальную весть о его гибели в республике приняли тяжело. Я думаю, что нам понадобится время, чтобы осознать, какого человека и друга потеряла Абхазия. Я потеряла очень близкого человека, очень близкого друга. Человека, который абсолютно любил искусство, искусство в себе. В нем было столько любви к нашему русскому театру в Абхазии. Он столько сделал для своих друзей, он был великим меценатом. И очень трудно потерять его. Евгений Палант очень любил Абхазию. Он искренне болел за ее судьбу и сделал многое для развития экономики и культуры. В этом году, как и в прошлом, нашу страну посетило немало известных российских артистов. Среди них оперные и поп-певцы, танцевальные и песенные коллективы. В 2022-м Абхазию посетил Волковский театр во главе с художественным руководителем, заслуженным артистом России Сергеем Пускипалисом. Культурное событие проходило в рамках программы «Большие гастроли», реализуемой Росконцертом по поручению Министерства культуры России при поддержке Минкульта Абхазии. Абхазскому зрителю было представлено 4 лучших спектакля, отражающих разнообразие жанровой и художественной палитры Волковского театра. Это мелодрама «Земля Эльзы», комедия «Предстоящее событие», фолк-рок-мюзикл «Некрасов» и спектакль «Калина красная». В рамках визита в Абхазию Сергей Пускипалис провел для студентов Абхазского государственного университета мастер-класс, рассказав, каким должно быть кино, а также встретился с руководством АГУ. Для меня огромное счастье встретиться, пообщаться с вами лично, потому что, знаете, даже этих
встреч, вот таких маленьких, точных, они иногда становятся краеугольными камнями какими-то, определяющими дальнейшее свое поведение. К сожалению, еще одного друга Абхазии, Сергея Пускипалиса, не стало в этом году. Он трагически погиб в автокатастрофе, перегоняя для бойцов Донбасса спецавтомобиль, приобретенный на собственные средства. Завтра мы едем к Игорю Угольникову, камуфлируем его, наносим камуфляж, и 21-го мы отдаем его. В 2022 году в гости в Абхазию с концертной программой приехал знаменитый российский коллектив «Хор турецкого». Концерт был приурочен к годовщине признания независимости Абхазии Россией. А вслед за хором турецкого в Абхазию с гастролями приехали артисты легендарного ансамбля имени Моисеева, который, кстати, не впервые в гостях в нашей республике. Несколько минут перед выходом на сцену за кулисами оживленно артисты ансамбля имени Моисеева готовятся к первому танцевальному номеру. Здесь одновременно витает волнение, радость и задор, с которым моисеевцы сейчас выйдут на сцену. Артистов абхазская публика всегда принимает тепло. Очень любим вашу культуру, ваше море и ваших темпераментных людей, чтобы все было хорошо. А так и будет. Балет Игоря Моисеева приехал на гастроли в Абхазию со специальной программой, посвященной 85-летию коллектива. Программа ансамбля – это энциклопедия мировой танцевальной культуры. При поддержке Министерств культуры Абхазии и России в республике проводится фестиваль народной артистки Абхазии и России Хиблы Гирдзмава, который называется «Хибла Гирдзмава приглашает». Ежегодно фестиваль собирает выдающихся деятелей музыкального искусства. У жителей и гостей республики была возможность услышать арии и дуэты из мировой классики в исполнении блистательных музыкантов. Вот так активно и тесно происходит взаимодействие Абхазии и России в области культуры. И это еще не весь список в рамках сотрудничества между странами, а всего лишь малая его часть. В планах еще много интересных проектов и ярких мероприятий. Гугут Савардания, Абхазское телевидение. 11 декабря абхазский спортсмен Игорь Адлибов в 16-й раз выйдет на профессиональный ринг. Бой состоится в Екатеринбурге. Игорь выйдет в сопровождении абхазской певицы Хиблы Мукба, которая исполнит композицию «Моя Абхазия». Прямую трансляцию боя вы сможете посмотреть на канале «Матч Боец» и, возможно, даже в прямом эфире абхазского телевидения. Начало в 15:00. На этом наш выпуск завершен. Побольше вам положительных эмоций и хороших новостей. Всего доброго!